Витаю вас, друзья! Сегодня не смог пройти мимо новости, прекраснейшие новости, что ФСБ обвинила ФБК, навальнистов, в терроризме. Ни много ни мало в терроризме. Вот представьте себе. И дело в том, что после убийства некого Владлена Татарского, маленького механизма, такой шестеренки в большой российской пропагандистской машине, за этим обвинение последовало в адрес навальнистов. Якобы эта девушка, которая там что-то передавала, где-то присутствовала, связана с навальнистами, из-за этого все навальнисты террористы. И поэтому я бы хотел сделать очень такое интересное параллель провести и сделать такое сравнение. Давайте сперва я вам покажу одно видео. Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о борьбе с насекомыми. Никто из нас не застрахован от того, что в наш дом заползет таракан. Фу, ну или в форточку залетит муха. Все мы знаем, что от мух отлично помогает мухобойка, а от тараканов тапка. Но что делать, если таракан окажется? Друзья, здесь я бы хотел прокомментировать эту фотографию, которую вы видите. Вы видите фотографию и надпись Homo sapiens bespredelius. То есть люди, которые у себя в горах защищают свою землю, по мнению вот этого человека, Алексея Навального, являются беспредельщиками. И эти люди не находятся на Крылатских холмах где-то или где-нибудь там Уральских горах, они находятся у себя в Кавказских горах. И это происходит в активную фазу геноцида. Вот эти ролики, когда снимает Алексей Навальный, это происходит в активную фазу геноцида. Таким образом, Алексей Навальный вносит свой вклад в геноцид чеченского народа, в дискредитацию, дискриминацию чеченского народа и кавказского народа, кавказской нации, как об этом говорил Абдурахман Авторханов. Давайте я вам дам досмотреть этот ролик и потом продолжу комментировать. Муха не в меру агрессивна. Ну а в этом случае я рекомендую пистолет. Фактически Алексей Навальный призывает убивать кавказцев или чеченцев, которые живут в Москве. И для этого он призывает легализовать оружие. Он не призывал наказывать террористов, которые взрывали дома в 1999 году. Он не призывал другие теракты, которые совершала террористическая банда ФСБ. Да и другие террористические акты. Я в принципе против любых террористических актов, кем бы они ни совершались. Но вот Навальный боролся с отдельными коррупционерами, а точнее, на мой взгляд, он легализовывал их преступно нажитое имущество и потихонечку вводил в оборот для людей, чтобы понимали, насколько богаты там разные Медведевы, Сечины и так далее, Путины и так далее. Но дело вот в чем. Когда началась война, еще в 2014-2015 году, против Украины, украинцы связывались со мной, и со мной, с другими чеченцами, писали у себя в социальных сетях, у меня на канале, извинения, просто извинялись за то, что поверили русской пропаганде, за то, что верили этой лжи, что мы, чеченцы, террористы, а русские такие белые, пушистые, которые пришли нас освобождать от нас самих, наверное. И за это время очень мало, очень мало, можно по пальцам одной руки пересчитать, встретил русских людей, россиян, которые совершали этот геноцид, которые причастны или же молчаливо соглашались, платили налоги, одобряли и так далее, и так далее. Украинцы не причастны были к геноциду чеченского народа, при этом они посчитали долгом только лишь за то, что они виноваты, поверив обману их, посчитали нужным извиниться. Ни Навальный, ни его ФБК, ни другие люди, которые абсолютно хамски себя ведут по отношению к нашей трагедии до сих пор. Разные там Ждановы, Волковы и так далее, и так далее. Да, в ФБК есть хорошие, приятные люди. Даже есть одна девушка, которая мне очень симпатична.
и которую я реально уважаю за ее принципиальность, честность. Но есть абсолютные мерзавцы, которые до сих пор не удосужились как-то извиниться. И теперь мне, чеченцу, было бы очень, наверное, уместно позлорадствовать. И сказать: да, ФБКшники террористы, давайте будем. А некоторые кадыровцы или прорусские, как я их называю, подхолопные чеченцы, именно так и будут делать. Говорят: да, ФБКшники. И когда им будешь говорить: ну они же какие террористы, эти ФБКшники, они будут говорить: ну они же нас тоже обвиняли. Но я по-другому и чуть шире смотрю на эту проблему. Поэтому я хочу донести до всех ФБКшников и до всех русских, которые спали в таком литургическом сне, или же которые специально пребывали в этом состоянии, понимая, что они творят зло по отношению к целому народу. Ведь вы у нас убили, русские, 300 тысяч наших граждан, в том числе наших русских, среди которых 42 тысячи детей. Вы можете себе представить эти цифры? Вы рассказываете нам про какие-то террористические акты, которые совершали ваши спецслужбы, и обвиняете в этом нас. Теперь настало время обвинять вас. Давайте я вам покажу еще одно. Вот смотрите, вот этот человек работал, Плющев его фамилия, работал на Эхо Москвы. Сейчас он на Deutsche Welle. С ним есть еще Татьяна Фельгенгауэр. Эти люди фактически приглашали всех тех, кто совершал геноцид над нами, в эфире. Да, я не слышал, чтобы они явно высказывались какие-то античеченские или поддерживающие геноцид. Но и само Эхо Москвы, и вот эти два товарища, которые сейчас у нас здесь в Германии вещают, якобы они сбежали. Я не верю этим людям. Я не верю ни тому Вачудину, которого они сейчас тут как эксперта будут приглашать и приглашают, который также там лгал про чеченцев. И не верю вот этим людям. Нет веры вам, русские, понимаете? Нету веры. Не заслужили вы ее. Вы потеряли просто. И вы надеетесь сейчас, мимикрировав, подождав какое-то время, вновь выплыть и начать опять себя вести так же, как вы вели себя раньше. Но как раньше уже не получится. Как раньше уже не будет. И я надеюсь, когда-нибудь вы станете, не ваше поколение, следующее поколение, или ваши внуки станут нормальными русскими, цивилизованными, демократическими, гуманными людьми. И наконец-то извиняться перед моим народом и другими народами, которых вы уничтожали на протяжении всей вашей истории. Все будет Ичкерия. Слава Украине!